Девочки, чудо свершилось. Тюль мы постирали. Кстати, скатерть у нас снова серая, клеенку новую. Купила сегодня аж на 1600 она вышла у меня, но она слишком толстая, именно хорошая. Есть те тоненькие, это прям толстая. Вот. Здесь Рахим и София, и бабушка, все лепят пельмени. Сейчас вам покажу. Софишка помогает, да, Софиш? Софиш, ты что же лепишь? Нет. Как? Я же видела, ты помогала сейчас. Лепила один. Рахим, ты куда руку это кидаешь? Куда? Не надо так делать. Как? На палас воду лить. Баночки, друзья, покажу вам все. Строители наши работают, тоже покажу. Чуть позже работу, которую они проделали, прям сейчас сниму, покажу вам. Новая, видите, пленка какая? Блестит она, толстая. Хорошее качество. Девочки, нарезала еще. Этого огорода уже нет, но щавель есть еще. Еще 3 пакетика щавля, тоже сейчас в морозилку. Морозилку еще говорила, что отключали ее. А это, ну что, сколько мяса набрали, опять заморозки. Опять включили морозилку. Значит, морковка еще есть, это не вся. Вот натерла 3 пакета вот таких морковки. Это 2 пакета. Надо вот еще сделать на лагман. Морковка кубиками. Вот. Сейчас покажу вам соленья, которые на сегодняшнюю минуту что сделано. Дальше еще дело в процессе. Еще сколько, наверное, у нас еще будет банок 10 помидор. Вот. Это. И томата еще сколько-то банок. Да еще завтрак туриста будем делать. С огурцами все точно. Огурцов достаточно. В общем, и мама, мы делали еще баклажан, салаты, тоже достаточно. Единственное, завтрак туриста еще сделаем. И сейчас еще помидоры у нас сегодня будет. Дней банок 10 закроем. В процессе тоже. Дело идет. Вот сейчас я это отнесу в первую очередь в морозилку. София пришла со школы, идет на дополнительные. Анжела с бабушкой лепят пельмени. Софишка помогала, ушла на дополнительные. Теперь Анжела лепит с бабушкой. Ну, молодцы. Все работают. Сейчас тюль Исхан отвезет Софию. Тюль повесим сразу, пока она влажная. По краям эти шторы я не буду вешать, просто тюль. Да? Да, не нужно. Жена, постирай мне. Ну, чтобы и сам покушал, можешь ехать. Так, девочки, красавицы. Пока что 2 банки томата, даже 3. Одну, она была чуть не полная, мы ее открыли, будем пользоваться. Все равно борщи, супы, эти подливы, с подливой еду готовим, оставили. Все равно еще будут. Уже когда основные помидоры закроем, то, что остатки пойдут на томат, это будет на томат. Пока что 4 банки помидор, 2 томата, это 3-литровые. 4 банки огурцы, но это вот эта закрутка, что сейчас. Еще у меня есть, то я уже вынесла. Что вот эти 2 дня делали, вот я вам сейчас это показываю. На 4 банки 2-литровых огурцы. Там кто-то написал комментарий, я как-то делала, у меня непрозрачная, а у нас они прозрачные. Я вообще, знаете, вот я уже говорила, еще раз скажу. Я и, допустим, там даже моя мама, мы не прям такие супер-пупер женщины какие-то, которые могут все. Но есть тема, я часто на канале спрашиваю то, чего я не знаю. Для меня не стыдно спросить. Но в соленьях я вообще в советах не нуждаюсь. Ни я, ни моя мама. Мы женщины с большой буквы, оба в этом плане. Оба. Это прям такое громкое заявление с моей стороны. В плане закруток, что компоты, что помидоры. Многим женщинам еще у меня поучиться, и моя мама. Вот в этом скажу. Потому что я очень много ела солений, мне правда не нравится. Редко у женщин я ела соленья, чтобы нравились мне. Честно вам говорю. А многое в жизни есть то, чего я не умею. Я, например, вязать не могу, шить не могу. Ну, не могу. Мне это не нравится, не мое. Там бы где-то я спросила совет, если бы я решила заняться шитьем или вязанием. А в плане закруток и многого другого я не нуждаюсь ни в каких замечаниях, ни в советах. В этом плане абсолютно, от слова совсем, как говорится. У нас и помидоры наивкуснейшие, и огурцы, и салаты. Вот что.
И еще тоже рецепты особо не даем, потому что настоящий повар рецепты не дает. Это так, знаете, своего рода юмор, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. А вообще, друзья, вот рецепт помидор, это тот, который со мной по жизни идет, с нами, да, это давнешний. А вообще все остальное, что завтрак туриста, что лечи, что с баклажанами, все с интернета. Когда-то бралось, и вот мы делаем. Мы же не сами придумали. Все в интернете. Сейчас люди пишут рецепт. Этого всего полно. Интернет заполнен рецептами. Мы тоже когда-то это брали. Я же говорю, помидоры – это давнешний рецепт. Это не с интернета, это наша семья давно. Ну, томат тоже. А вот такое бывает. Лечо там, баклажаны. Что-то берем, смотрим новое. Что-то понравилось. Как-то рецепт немножко меняем. Вот как увидим новое. Да, вот так вот. Поэтому все очень просто. Это быстро. Да. Вот столько огурцов. Смотрите. 4 двухлитровые и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 15 литровых. Это сейчас что закрывали. У нас там еще есть. Вот. В общем, огурцов. А вот это до сих пор в 3-литровых банках все года были, можно сказать. Но и в 2. Это много. Один раз открыли литровый. Это самый удобный вариант. Литровую баночку. Мы стерилизуем обязательно огурцы. Девочки, смотрите. Вот всего огурцы. Это еще не все. Мам. Вот это вот завтрак туриста, девчат. Вот. Завтрак туриста. Ой, открыли одну банку. Как вкусно. Это просто что? Тут чуть томата больше здесь. Заказывайте, а? Наверное, не заказывайте. Еще этого не хватало. Прошли те времена. Это адский труд. Это, мам, как называется? Сате? Да. Сате салат. Здесь или десятка. Тут баклажан, перец, лук, морковка. Тут все, короче. Все есть. А это этот. Лечо. Салат. Один. Тут 5 и 3, 15 банок получается. Лечо тоже вкусно. У нас лечо у нас проверенный временем уже как бы. Уже ты что, как хоровод водишь или что крутишься? Вот это вот десятка или сате, как по-разному говорят тоже. Я его все время называла жирным салатом. Мам, в детстве ты будешь салат жирный делать? Мне нравилось с горячим хлебушком. Я же за хлебом ходила. Я с детства добытчик в семье. Как-то мама меня послала в магазин талоны. Я пришла в сельсовет вначале, тогда же талоны были, ну помните, да, все? И я пришла, там в сельсовете такая очередь, а я ж мала, я не помню, в каком классе я была. Ну, 2, может, 3 класс, вот так я была. И я между людьми, а там был... Тань, кто он был? Федор Недорубко. Ну, председатель совета. Председатель совета. Он говорит, тут эта девка такая шустрая, девчонка, молодец. А чья она? Я вот сколько вижу, она такая шустрая. Да это Виктора Ковалевского, участкового дочка, да? Ой, ну молодец, далеко девка пойдет. Шустрая всегда она, молодец. И со школы прибежит. Только шла со школы, смотрю, проезжал, уже в сельсовете стоит, уже получила талоны. Сейчас она пойдет в магазин. И там все у нее получится. И да, действительно. В магазин заходила, очередь, стою до последнего. Все люди стоят, я же с людьми. Все новости последние. Где что взять надо. Какие крупы лучше, какие хуже, чего, как взять. Я же все послушаю всегда. И доходит очередь уже там до конкретной категории людей. И говорят, что какие-то крупы закончились. Осталась водка. И я взяла. А на улице уже как бы темнело, знаете, я иду с полными сумками, с крупами. Прихожу, говорю, ма, не знаю, может, ты меня поругаешь или не знаю. Ну, крупы закончились, давали всем водку, ну и я взяла, чтобы талон не пропал. В общем, я добытчица была с самого детства. У нас старшая, моя сестра Хадижа, ей было, мягко говоря, по барабану все в этой жизни. Она придет со школы, покушает, ложится отдыхать, потом уроки там. А я всегда говорю, ой, мам, там автолавка приехала,
С Украины приезжала автолавка. Тогда в магазинах не было такого. Привезут это там масло по ГОСТу хорошего, сливочного, колбас, вот это докторская. Ну, хорошие автолавки были. Продавалось то, что у нас не продавалось. Ма, там автолавка, я побегу. Дитё пришло со школы, уставшее. Сейчас скажите моей Софии, чтобы она сама проявила инициативу, пошла. Зачем оно ей надо? 300 лет. А я... Очень далеко от нас была школа, кстати, очень. Я прибегу, быстро переоденусь, я покушаю и бегом в магазин, на автолавку, наберу колбасы, масла, всего. Не зря, что к чеченцам теперь попала. Да, поэтому хорошую женщину с меня сделали не чеченцы. Я родила с нею. Кто-то в роду был, значит. Это где-то далеко-далеко. Потому что эти казахские эти. Девчат, уже Софишка пришла с дополнительных. У меня не было зарядки. Телефон был на зарядке, я занималась своими делами. Там с постелями у нас обзор был. Это уже 5-й поднос. И еще учитывая то, что Висхан повез посылки с другом, они покушали. Я покушала. Рахим покушал. Не кушали только Софишка и Анжела. Ну и бабушка, по-моему, Танюша не кушала. Сейчас поставим сварить. Ты ж покажи людичкам костюм. Они хотели видеть, как смотрится. Вот здесь даже, а в карманах внутри нету. Кого нету? Ну, камушек. Сзади тоже, но есть много камушек. Вся кофта в камушке и штаны. Ты не сказала даже здравствуйте. Кроме вот этих вот палочек. А ты не сказала здравствуйте. А вы не знаете? Скажи здравствуйте. Здравствуйте, юдички. А вы знаете, людички, кстати, друзья, мы же договорились, что уже большая, говоришь, друзья, вспомни. Вы не знаете, друзья, сколько Софишка уже пройдет эти дни. Пройдет, вяжет, в смысле. Ага, мне эти потеряли. Спицы. Она уходила в школу, просила Рахима, чтобы он не трогал, а он трогал и потерял спицы. Софишка начала уже вязать, так что заказывайте. Свитера, безрукавки, эти следочки, носочки. Все, да? А какие цвета есть? Какие можно цвета заказывать? До конца не крутишь, да? Я пока еще не связала синие носки. Угу. Потом я буду лепить зеленый. Батюшка, ты будешь долго там ничего не сделать. Кстати, друзья, мы уже тюль повесили. Все, она у нас высохла. По краям шторы мы не вешали. Вот. Но. Друзья, стройка наша кипит. Вот, смотрите. Хорошо, как кладут. Вот, смотрите. Здесь, вы же помните, эта стена убирается полностью. Все, она уничтожается, ее нет. Внутри будет еще одна стена, ну, из такого разного кирпича. Вот одно окно будет, друзья. Вот здесь будет второе окно. Видите? Здесь будет третье окно. Здесь будет 4-е. И вот здесь будет дверь. Дверь. А ну-ка, Анжелика, чуть отойди. И вот как у нас дверь. Кстати, я говорила пластиковая. Нет, не пластиковая, это алюминиевая дверь. Пластик и алюминий — это совершенно разные вещи. Алюминиевые дорогие, качественные двери. Ой, Софиш, это костюм блестит. А ну-ка, выйди на порожек, Софиш. Ляг, выйди на порог. Видите, как блестит? Покрутись. Алюминиевая дверь. Вот она здесь будет точно такая, друзья. Вот. И там сзади тоже полностью стена будет. Чтобы, когда в том дворе будет строиться же дом огромный, здоровый, большой дом, прям широкий. Я не знаю, двухэтажный будет, как там будет. Но что вид из него, а где веревка висит, это будет полностью красивый навес. Вот как будет. Дом стоит, да, и крыша общая, и сразу крыша переходит под навес. И равномерно по всему двору одинаковая плитка. Под навесом во дворе полностью красивая плиточка. Это будет огромный, большой двор будет.
Здесь до конца этих двух домов будет козырек. Вот это все место будет козырек между двумя домами. И вызовем эту службу, которая в один цвет покрасит два дома. Крыша будет белая, и там одинаковая. Фундамент плитка, на земле плитка. Наведем порядки. Москва не сразу строилась, не зря же было сказано. Главное, что есть желание. Планы есть. Анжела тебя катает? Это попрыгай. Ну, саму кладку хорошо делают. А в воскресенье их не было. В воскресенье у них, видимо, был выходной. Ну, в общем, дело будет. Двор какой большой стал. Просто громадный двор. То, о чем я мечтала. Тюли повесили, уже нужно будет, как стройка закончится, вот здесь вот впереди, вымыть окна хорошо. С внутренней и обратной стороны. Мама, что с этими идти? Вы в парк идете? Ага. А что, только с 10 рублей идти? Ляк, у меня просто нету налички больше. У меня все деньги на карте, солнышко. Ты думаешь, я бы не дала? Да. Ты думаешь, мне жалко? Ма! Нельзя. Идите, бери за ручку. Скучно. Ну что, может, Пошли вместе. подругу встретишь там или друга? И Хава светит. Хава там идет. Ага, Хава. Джой, пакет сюда. Это с кирпичей, наверное, пакеты, да, они побросали? Мама, Значит, уже две закончились. Софиш, идите, давай, иди, уже стемнеет, давай. Мам, пошли спать. Давай, до свидания. София, иди. Не хочет идти в парк, а Сюся плачет. Рахимчик хочет в парк, ему же скучно. Пока. Друзья, еще раз здравствуйте. Начинаем мы сегодня с вот такой радостной новостью. Впервые на нашем канале и впервые вообще вами любимые комплекты со стеганым одеялом, но с теплым одеялом, не тонким, а с комплектом на зиму. Просто посмотрите, какой он прекрасный, девочки. Пока что у нас в наличии, сейчас я сегодня покажу только 3 цвета, но расцветки будут разные тоже. Мы только сейчас получили сегодня несколько комплектов, а они будут обязательно. Одеяло толстое, посмотрите, прям капитально теплое одеяло, под ним вы не замерзнете. Вот такая вот простыня с сердечками. Смотрите, какая она красивая. Наволочки 50 на 70 с двух сторон одинаковые. Отличное теплое одеяло, которое не требует одевать никаких пододеяльников сверху, ничего. Такая серая красивая расцветочка, серо-зеленая и вот такими вот сердечками. Здесь зелененькие сердечки, а на простыне вот такие беленькие, ну и там внизу разноцветные вот эти узорчики. Очень красивый комплект, очень. Сейчас все равно мне хочется показать еще и без света, с фонарем. Такая вот красота, девочки. 3 расцветки у нас, аж 3, друзья. Это для меня такая радость. Вы так давно спрашивали, Кис, а с теплым не бывает таких? А с теплым не бывает? Сразу вам говорю, наши комплекты
с тонким одеялом стоят 2 500. Вот такие с теплым, цена их 3 500, девчонки. Всего лишь 3 500. С теплым зимним одеялом комплект. Вот такая вот красота. Еще раз посмотрите. Вот. Вот он простынь. Шикарное качество, очень хорошее. Никаких не бывает здесь ни катышек, ничего. Постирали все, одеяло готовое. Никаких пододеяльников не нужно. Девочки, это у нас второй комплект. У нас такие комплекты были семейки. Кстати, ушли на ура. Вам очень нравятся эти расцветки, я знаю. Бежевая простыня, одеяло толстое. Вот смотрите, такая бежевая простыня, толстая, хорошее одеяло, 2 наволочки. В общем, я знаю, что вам эта расцветка понравится. Также у нас это идет евроразмер, но только он с теплым одеялом. Считаю необходимым повторять, потому что некоторые люди, ну, не все всегда все или слышат, или понимают, поэтому я буду повторять. Не считайте меня за глупую. Вот он этот комплект. Вот он этот комплект, девочки. Еще раз пройдусь. Такой песочный цвет у простыни. И вот такой вот рисунок. Теплое, реально теплое, хорошее одеяло. Под ним вы точно не замерзнете. Хорошее прям такое качество. Тепленькое. Цена данного комплекта 3 500. С теплым одеялом. Девочки, красавицы мои. Такие комплекты у нас тоже ранее были, но они были у нас с тонким стеганым одеялом. Теперь они у нас есть с толстым одеялом. Фиолетовая простынь, фиолетовые различные цветочки, травы. Очень красивое. Толстое одеяло, под которым вы точно не замерзнете, девчата. И цена. Цена 3 500. Да вот с тонким одеялом 2 500, с толстым 3 500. Вот комплекты, простые комплекты с пододеяльником. Вы знаете, они многие с 5 с чем-то, 4 с чем-то, в котором пойдет пододеяльник. Какой бы то он ни был, это готовое толстое одеяло. И даже слов нету. И сколько хорошее, просто шикарная постель вообще. Растернете ее дома хорошо и будете пользоваться. Да, это не Анна Карина. Да, какая-то постель. Каролина. Но она очень хорошая постель. Вы все многие ней пользуетесь. Вы знаете, что это за постель. Вы стирали ее и по 3-му, по 4-му разу заказываете. И подругам своим рассказали, и друзьям рассказали, девочки заказывают. Смотрите, красивая какая простынь. Фиолетовая. И одеяло толстое. С 2 наволочками 50 на 70. Если у кого подушки 70 на 70, и вы не можете купить данный комплект, покупайте подушки, девчат. 4000 пара, 50 на 70. Микрогель, фирма Тач. Обалденные подушечки. Девчат, вот такая вот красота. Семейка фиолетовая с 2 одеялами, как вы видите. Вот, семеечка. В полоску 2 одеяла, фиолетовый цвет. Простыня, 2 наволочки, 2 одеяла. Сейчас включу свет. Показать вам цвет, может. Вот, настоящий цвет. Это постели. Хорошее качество. С тонким одеялом это. А будут они еще с семейкой и с толстыми одеялами тоже. И евро, и семейки. Вот такая вот красота. Видео я еще раз. Отсюда. Значит, девочки, семеечка у нас 3 500. 3 500. С толстыми одеялами, скорее всего, будут они по 4 500. Если эти на 1000 дороже идут, по-любому. И классный комплект вообще. Цвет переливается очень красиво. Друзья, вы просто посмотрите на эту красоту.
просто вы посмотрите, какая красота. Это у нас семеечка. Очень красивое одеяло, двухстороннее, простыня, не маркая, цветочки какие красивые. У нас как-то была наподобие евро размер с таким рисунком, но просто не была не такого цвета. Вы посмотрите, какая красота, какая скромная, красивая постель, девчат. Просто взгляните, я обычно не открываю одеяло, все как на картинке, думаю, показываю. Но сейчас я считаю просто необходимым раскрыть это одеяло и показать вам, что вот оно стеганое, двухстороннее. Вот такие вот цветочки красивые. Вот они, два одеяла, полуторки идут. Вы их простернете желательно антабаксом, вы горе знать не будете в прямом смысле этого слова. Просто посмотрите на эту расцветку. Машаллах, какие красивые комплекты. Девчат, это у нас семеечка, стоимость ее 3500. Здесь два полуторных одеяла, одна большая простыня и две наволочки 50 на 70. Еще раз повторяю, если у кого-то подушки 50 на 70, но вы очень хотите пользоваться этими комплектами, вы просто можете заказать подушки 50 на 70. Стоимость пары 4000. 50 на 70 пара. Стоимость 70 на 70 пара 5500. Машаллах. Какая просто красивая. Просто посмотрите, девчат. Клянусь вам, у нее качество очень хорошее. Очень. Просто вы не пожалеете. Я вам обещаю. Шикарная постель, шикарная расцветочка. Вот. Красиво смотрится, правда? И в темноте, и не маркая простынь. Ну, вообще, да, и даже если маркая, все сейчас очень легко стирается. No problem, правда? Красиво смотрится постель, что не говори. Красота. Девчат, вот такая вот красота. Тоже семеечка с лепесточками. Бирюза. У нас идет простынь. Два одеяла идут обязательно. Двухсторонние, если такая просто. Вот. Двухсторонние. Видите, у нас идут два одеяла. Раньше у нас были такие семейки и евро, но давненько не было. Вот, лепесточки. Бирюза красивая. Сейчас покажу. Вот такая вот красота, девчата. Хорошее, очень качество, очень хорошее. Такие вот две наволочки. Ну, просто сверху кладем, каждую одевать много времени занимает. Семейка. Все как на картинке. Один в один. Хорошее качество, прям посмотрите. Этим одеялом можно пользоваться, в принципе, зимой и летом. У нас, например, теплый пол есть, отопление капитальное, абсолютно. Я не знаю, может там где-то на севере, желательно тогда, или у кого, может, прохладно бывает зимой, тем желательно теплые комплекты. Ну и с этими не замерзнете. Друзья, вот такая шикарная расцветка. Семеечка у нас впервые. У нас не было раньше ни семеек, ни полуторок, ни евро. Но самое интересное, что двойное одеяло это раз, то есть двухстороннее. А какая простыня красивая. Просто посмотрите с рисунком. Не просто однотонная, вот такой вот рисуночек. Также и одеяло, друзья. Одеяло, сейчас другое покажу. Тоже идут двухсторонние, обратите внимание. Два стеганых одеяла, простыня и две наволочки 50 на 70. Очень красивые комплекты. Вот такая розочка, посмотрите. Постираете, они вообще еще красивее станут. Вот здесь все равно свет падает, не дает такой насыщенный цвет этому комплекту. Делает его светлее как-то, а он чуть-чуть потемнее идет, простыня. Все как на фото. Такие розочки красивые. Лепестки по всей простыне. Это у нас семеечка, стоимость ее 3500. Девчат, желательно, как я говорила, говорю и буду говорить, купить антабакс и ополаскиватель и гель.
У меня все это есть, у меня 100% оригиналы. Заказывайте, как я еще раз повторяю, потому что новичков очень много. Как вы стираете? Вы стираете одно одеяло и простыня. Один раз постираете, второе стирка одеяла и 2 наволочки. Просто у некоторых, например, у меня сейчас поместятся в стиралку эти 2 одеяла, но я этого не буду делать. Я не говорю, что вы там плохие женщины, а я там такая вся столмовая. Просто как это, я уже 100 раз это все стирала, поэтому я знаю, как хорошо. Одно одеяло, 2 простыни. Ой, одна простыня, одно одеяло, 2 наволочки. Все. На 15-20 минут они станут вообще мягенькие. После каждой стирки еще мягче, клянусь вам, они становятся, девчат. Вообще мягкие становятся. И самое главное, никаких катышек нет. Не линяет. Не становится, знаете, внутренность там забилась где-то в углу, они потом такие, так вот, как блины. Какие есть, еще лучше становятся даже, честное слово, я говорю вам. Вот видите? Бесхан посылки собирает вазы. Позвонил отцу, как лучше собрать. Совет спрашивают у него. Ötete is hágádina, és tettek a yak bolyára, atyám, de jó, vázol. Подожди-ка. Вот вазы отправляем, друзья. Такой толстый бумага. Слаживаем. И все доходит очень даже отлично. Девчат, вот такая вот красота с сердечками. Очень красивая постель. Включи-ка свет, Анжел, так будет людям яркий прям. Угу. Вот такая вот постелька, девчат. Это тут цвет защиты. Обязательно у нас двухстороннее просто одеяло. С одной стороны вот так же сердечки, с другой стороны вот такой вот зеленый. Вот такая вот красота. Также это у нас идет семеечка, 3500. Качество шикарное. Расцветка тоже очень красивая. Вот ничего лишнего. Такая, знаете, семейной паре, внукам, женатым, замужним, детям можно подарить, себе любимому можно купить. Это такое, знаете, и для женщины, и для мужчин. Как раз на то она и семеечка. Очень красивая постель. Друзья, вот такая красота. Я уверена, она вам понравится, потому что многие из моих девочек любят именно вот темные цвета. Они им нравятся. Анжела, ну-ка на секунду свет нам выключи. Покажи, как нам. Такая вот красота, девочки. Отдыхаешь. Одеяло у нас обязательно двухстороннее. Вы посмотрите просто, какая красота, девчат. Но вам же надо одеяло показать. Смотрите. Просто посмотрите на эту красоту. Папоротник, да, это листья. Переливается прям. Очень красивая постель. Я просто уверена, что она вам понравится. Просто уверена. Вот такая вот простыня. 2 одеяла полуторных. И 2 наволочки 50/70. Качество очень хорошее. Пошив очень хороший, девочки. После стирочки станет еще лучше. Намного. Красота красотушечная, как говорится. Я с этим одеялом не знаю, что мне делать. Вот. В аккуратном виде сложенное. Застилать можно как и покрывало. Не обязательно. В общем, тут 3 в 1. Можно спать на этой постели. Одеялами можно пользоваться с 2 сторон. И как в виде покрывала застилать кровать тоже можно. В общем,
как хотите. Вся эта радость 3500, девочки. Сумочек. Красиво очень постель. Друзья, такой комплект у нас впервые. Что-то наподобие было, но именно такой впервые. Это у нас ягодки, клубнички. Посмотрите, какая красота. С этой стороны розовая, как и простыня идет. Свет обязательно включу, покажу вам. Ой, машалла, какое хорошее качество, девчата. Я просто обожаю эту постель. Я еще раз говорю вам, для заказа. Может, кто не видит. Может, там бабушки есть старенькие, которые не видят все в описании, девчат. То я сейчас говорю, вы просто, если есть старые бабушки и дедушки, например, вы сейчас можете взять ручку, листочек и записать мой номер. 8964 067 7305. Еще раз повторяю. Для заказа номер, чтобы написать мне на WhatsApp, вы пишите на номер 8964 067 7305. Все, позвонили, даже если кто не может там на WhatsApp написать, ну мало ли, разные моменты. Вот такая вот красота, девчат. Качество просто, поверьте мне, шикарное. Нежно-розовая простыня, вот это вот клубнички, ягодки, малинки, лесные, все это сочетается, все это смотрится очень красиво. Двухсторонние одеяльца. 3500, девочки. Семейный комплект. Девчат, вот такой комплект. Тоже семейка. У нас были сердечки, но это уже другой. Также здесь у нас обязательно вторая сторона такая же, как у простыни. Двухсторонний комплект. Ловы, тоже сердечки. Такой, знаете, напоминает типа цвета с флагом России. Белый, красный, синий. Вот. Поэтому, кому интересно, пожалуйста. Тоже шикарный комплект. Очень красивая простыня. Вместе совпадает. Это все хорошо смотрится. Такой цвет красивый у простыни. И обратная сторона одеяла. Такая же сторона. Они не скользят, не думайте, не скользят, не бьются током. Вот это вот бывает такая противная ткань, которая скользит там, такая, знаете, неприятная, холодная. Нет-нет, вообще мягенькая-мягенькая, особенно после стирки, мягенькая станет. Укрываться просто одно удовольствие. Плюс еще вам сильно, это новичкам я говорю, или кто тем еще, которые не заказывали, как сказать... Не нужно этот пододеяльник гребаный гладить. Вот я сегодня погладила их несколько штук. И у меня уже рука болит. Самое главное, мне жалко время на это все. Вот стоять час целый гладить или 40 минут, это что-то можно другое сделать, да? А оно я еще на телефон отвечаю. Бывает там где-то нервничаю. Бывает не могу найти какие-то фотографии. Это глажка. В общем, на это уходит очень много времени. Хотя она не каждый день, но не люблю. Не мое. Ну, такая вот красота. Девчат, вот такая красота. Ранее у нас были эти комплекты, но обратная сторона была зеленая, и простыня была зеленая. Сейчас это фиолетовый цвет. Также это идет такая же красота. Красотушечная просто. Просто обратная сторона. Вот у нас нежно-фиолетовый цвет, как и у простыни. Вот такие вот яркие цветочечки. Сейчас включу свет. Вспомните, у нас были такие комплекты, и они вам очень нравились. Но у них сторона простыни и обратная сторона одеяла была зеленого цвета. Нежно, вот как вот лепесточки. Вот такая вот красота. Также это у нас семеечка, 2 одеяла полуторных, 2 наволочки 50 на 70 и большая хорошая простыня, которая подходит на любую двухспальную кровать. Будь это двухспалка, либо евро, no problem. Все. Вот такая красота. 3500 стоит комплект. Девчат, и вот такая красота. Завершает показ семеечек наших с вами. Тоже 2 одеяла. С 2 сторон они одинаковые, как, потому что и простыня у них. Включи свет, пожалуйста.
Исхан с другом упаковывает посылки. Собирают. Ой, очень мне неудобно. Мне так жалко в этом доме это все делать. Все равно где-то что-то вымазывается, ящики. Поэтому я хочу поскорее мне под навесом, чтобы комнату, чтобы я могла своим товаром там заниматься. Исхан, чего вагам, ну что, сок. Банку поставил мне прям на обзор. Что, тоже семечка с двух сторон вот такая вот одинаковая. Многие любят такой простенький цвет без всякого. Хотя он хоть и простенький, но и шикарные узоры. Посмотрите, какие красивые, такие как царские узоры красивые. Это постель у нас будет стоить 3500. Это у нас семейка. Все, девчат, на этом заканчиваю. Номер указала. Вверху будет ссылка на Telegram. Не теряйте меня, зайдите, подпишитесь. Потому что, говорят, скоро уже ютуба не будет. Обязательно буду на Дзене. Чуть-чуть проблема, настраиваем там монетизацию. Обязательно ролики будем заносить на Дзен. Вот, там тоже вы сможете найти, у кого YouTube не показывает. Все, всем добра, мира. Всем спокойной ночи. У нас уже ночь. А мы еще не ужинали. Мамуля варит суп с фрикадельками. Будем ужинать. Девчат, специально включила камеру, чтобы вы видели. Вот смотрите, у нас евро размеры. У нас 2 на 2,30. Полуторки у нас идут 1,50 м на 2. Это барашки у нас 2,500, 2,800. Да, например? Вот вы видите, да, качество? Оно очень хорошее. Это то, что мы до сих пор продавали и продаем. Теплый, хороший барашечка. Разговора нет здесь. Отличное. А вот это уже барашка, но здесь другое же, как кролячья шерсть идет сверху, понимаете? Они идут дороже, вот эти вот. Они по 3500. Вот этот я купила себе. Сюда серую. У меня вот серая кровать, но у меня все никак нету тумбочек по краям, девчат. Никак у меня нету, но купим. Вот я сейчас застелю вот этот вот и покажу вам, как это смотрится. Хотя этот очень хороший, мягенький, но у нас уже были, нам как бы поднадоели. Нам уже хочется что-то новенького. Сейчас застелю и вам покажу. Качество, девчат, просто шикарное. Мягенькое, уютненькое. Сейчас тут это осень. И самое-самое, как говорится, самое то, что надо. Друзья, вот такая вот красота. Посмотрите на эту барашку. Как он переливается классно. Сейчас просто вот день, да, ярко светит солнце, так не видно. А вот в темноте со вспышкой я тоже хочу вам показать. Прям, знаете, ну, прям такой, знаете, ну, видите, да, какой вот он. Вот. И здесь, вот смотрите, мягенький. Вообще классно. Они вот эти вот по 3500. Остальные евро у нас в 2800 идут. Обычные евро. Полуторки 2500. У нас и полуторки сейчас очень много цветов. И евро много цветов привезла. Я все никак себе тумбочки по краям не куплю. Друзья, не потому, что у меня нет возможности. У меня, правда, нет на это время. Это нужно специально ехать. О, коровы домой пришли. Это специально нужно ехать в мебельный отдел. И кровать у меня так временно стоит. Она еще повернется на другую сторону. Это надо ехать в мебельный отдел. А у меня, правда, нет, не хватает на это времени, девчат. Реально говорю, просто не хватает на это время. Но плед вообще обалденный. Просто обалденный. Как будто прям нашиты эти листья. Прям настолько они богато, красиво смотрятся. Те тоже неплохо смотрятся, остальные. Абсолютно. Абсолютно неплохо смотрятся и другие барашки. Мягенькие, удобные, тепленькие. Сейчас самая осенняя хандра. Прохладно, под пледиком. Вот сейчас его застелить, ним же можно укрыться. Просто не постелить, подушки покидали, укрылись пледом, встали, подушки убрали, застелили. Вот смотрите, как богато смотрится. Вот такая. Друзья, а расцветки, вот я оставлю под роликом этим ссылку на, как его, на Telegram. Там я занесу расцветки. Все, ну, разные цвета. Конечно же, у меня будет обзор. Просто из этих я себе купила сейчас один вот этот. Я их на продажу не брала. Я не знала, как с этой ценой. Взойдут вам они. Будете, вы посмотрите. Если вам понравится, то вы можете зайти посмотреть на расцветки, в принципе. И как бы выбрать то, что вам надо. У нас, видите, ветерок на улице.
такие вот дела. Паласы тоже мы отвезли на стирку, еще не привезли нам. В общем, барашки, все цвета покажу. Барашки у нас, девчата, это реально классно. Это и на подарок отличная вещь. И самим пользоваться. Мягенькие, хорошие. При стирке ничего с ними не происходит. Только, пожалуйста, стираем только с ополаскивателем. И желательно пусть это будет антабакс. И желательно пусть это будет антабакс. Они у нас тоже есть. И гель для стирки, антабаксы. Они густые, их надолго хватает, их много лить не нужно. Они очень экономные. Их чуть-чуть нальешь, и они дадут тот эффект, чем вы полбутылки обычного средства вылить. Вот поверьте, я в этом, как говорится, спец. Разные расцветки этих обязательно обзор сделаем, покажем. Но я не могу своим налюбоваться. Как говорится, тачей много не бывает. Наконец-то получили заказ. Они у нас прям уже несколько дней не были. То, что были, закончились. Ждали очень сильно, что придет новый заказ. Все, пришел. Размеры у нас есть 50 на 70 и 70 на 70. Подушки фирмы Touch, микрогель. Качество шикарное. Кто не видео, покажу, чтобы вы понимали, они прессованные, лежат подушечки. Вот. Каждая в своем пакетике. Но когда вы пакетик раскроете, они сразу же надуются, станут пушистыми, мягкими. Кстати, отлично стираются. Отлично стирайте. Только по одной. Две ни в коем случае не нужно пихать в стиральную, потому что у нас такие были. Поэтому, считаю, нужно предупредить. Вот. И вот у нас 70 на 70. Тоже подушечки, фирма Touch, очень хорошее качество. Значит, вот эти подушки 70 на 70 за пару 5500, 50 на 70 за пару 4000. Две подушечки. Вот у нас идет. Качество, девчата, шикарное. Просто шикарнейшее. У нас многие девочки пользовались подушками. Ну, давно у них были подушки 70 на 70. И благодаря комплектам вот этой фирмы Лебарон со стеганым одеялом, 90%, а может и больше из моих подписчиков перешли на подушки 50 на 70. Потому что у них только такие размеры подушек. И, кстати, очень даже рады и не пожалели. Говорят, если на кровати столько мало места занимает, так удобно. Очень довольна. Но и есть, наоборот, которые хотят вот такие подушки. Несмотря ни на что, эти девочки заказывают Каролину. А в Каролине, как мы знаем, там 4 наволочки идут. Одеяло, 4 наволочки. 2 50 на 70, 2 70 на 70. Вот кто заказывает Каролину, те обычно многие берут вот эти вот подушки.